Мы с Полиночкой выбрались 1 апреля на небольшой пикничок. Поздравить самих себя типа с весной, посмотреть парк и записать короткий видосик, это от меня, про то, что у нас происходит с судом. Да, и вообще с судами, потому что народ правильно в комментариях заметил, типа, куда вы пропали, вы в видосе в одном из последних сказали, что суд назначен на конец февраля, мастер-суд 2. Шел март, и типа ничего не происходило, куда делись. Сейчас вкратце расскажу. Привет, друзья! У нас, как я и сказал, 1 апреля, начинается весна. Я понимаю, как это забавно выглядит, учитывая, что у меня нет до сих пор многих зимних видосов, но я понимаю, что этот видос я сейчас сниму одним дублем, быстренько сегодня же 1 апреля смонтирую и выложу в сеть. Остальные будут догоняться потом, хотя многие из них сняты в январе, феврале и в марте, но вот такая жиза, да, на YouTube не хватает времени все монтировать, потому что много работаем, все хорошо, слава богу, все хорошо, все движется своим чередом. Ох, друзья, выбрались мы тут в небольшой парк около центра города, от нас ехали, 9 минут, красота, тут же и в гольф люди играют, тут же и пикниковые зоны, тут же утки, гуси, белки, какие-то большие создания, красота, солнце пригревает. Я понимаю, что много где в России сейчас тоже, плюс 10, плюс 11 градусов, вот у нас 9 утра, плюс 11 градусов, но здесь плюс 11 градусов с этим очень ярким солнцем, с очень жарящим солнцем, совершенно по-другому ощущается, потому что, вы видите, я в рубашке, в расстегнутой жилетке, я не дрожу, мне не прохладно, абсолютно кайфово. Так что же у нас происходит с судом? Спасибо, друзья, что спрашивали под тем видео про первый мастер-суд, потому что я совсем забыл то, что надо вам дать новую информацию, что происходит. А то я так сказал, через пару месяцев, в конце февраля у нас 2 мастер-суд, и пропал. Я понимаю, как это страшно выглядит, особенно для тех, кто идет по нашим стопам, по следам за нами, и такие, а чего нам ожидать? Значит, 2 мастер-суд у нас должен был быть с адвокатом. Это не индивидуальный суд, но просто судья сказала, приходи с адвокатом. Ничего не объясняла, что там будет, просто сказала, надо быть с адвокатом. Я спросил, можно ли, если что, больше времени получить, если я не успею его найти. Она мне сказала, этого времени, я считаю, что вам достаточно. Окей, в принципе, этого времени действительно хватило, чтобы пообщаться с несколькими адвокатами, выбрать такого, с которым мне как-то понравилось общаться, соответственно, по каким-то ощущениям внутренним показалось, что окей, я хочу вот с ним работать, а не с другими. То есть я не цеплялся за какого-нибудь адвоката, который нас вытащит, я немножко выбирал. Выбрал я адвоката из Лос-Анджелеса. За наш кейс он взялся за $7000. Мы подали 589-ю форму. Я очень благодарен судьбе, что как-то Коля из прошлого внушил себе, что не надо заполнять эту 589-ю форму просто с переводчиками самим, как многие в чатах советуют, да там ничего сложного нет, переведи все, вопросы переведи, отвечая на них, свою русскую речь переведи на английский и заполни 589-ю форму сам. Я считал, что там есть подводные камни и не так все просто. Так и оказалось, потому что когда мы начали сотрудничать с адвокатом, еще не начали, у него один из первых вопросов был: ты заполнил сам 589-ю форму? Я сказал: нет. На что он мне сказал: молодец. И в целом там такой разговор, контекст разговора был, что у меня сложилось впечатление, что он бы не взял нас в работу, если бы я подал сам 589-ю форму, потому что потом, подавая ее, я столкнулся с некоторыми реальными нюансами, смотря на которые я такой понимал, сделав я это сам, я бы в этих местах напортачил. Поэтому, если вы как-то прислушиваетесь ко мне, то вот мой совет такой: не заполняйте ее сами, консультируйтесь с адвокатом, как можно скорее консультируйтесь с адвокатом, как можно скорее его нанимайте и делайте все хорошо, чтобы будущий вы не пожалели, не предъявляли претензию прошлому себе, когда что-то всплывет.
Соответственно, я в этом плане спокоен, у нас все хорошо. Адвокат сказал, как мне адвокат сказал, все, что сейчас происходит в нашем контексте и в подобных случаях других ребят, у кого типа ускоренная программа идет, да, суды так быстро, мастер-суды назначают, чтобы, короче, вас немножко припугнуть, чтобы вы быстро вошли вот в этот ритм судебной системы. Вам назначают быстро второе мастер-слушание, если на первое вы пришли без адвоката. Это сделано для того, чтобы, вы немножко подиспугались. И, я, в частности, подиспугался. Так, на второй мастер-суд надо прийти с адвокатом. Все, быстро еще адвоката. И вот адвокат сказал, что когда я найму адвоката, он регистрируется в судебной системе, в том ключе, что он представляет меня, мою семью, нас с Полиной. И после этого мастер-суд отменят. Так и получилось. Как только он зарегистрировался как наш адвокат в системе, по-моему, это было даже еще до того, как мы подали 589-ю форму, ему уже пришло письмо, что все, мастер-суд отменен, ждем от вас дальнейших действий. Соответственно, дальнейшие действия были, это мы подавали 589-ю форму, примерно неделя у меня ушла на то, чтобы ее вместе с адвокатом заполнить. Подача 589-й формы у нас включена в стоимость в $7000. Первый платеж у нас $3000, оставшиеся 4 либо помесячно потихоньку выплачивая, либо, главное условие, чтобы я их заплатил за месяц до суда, до индивидуального нашего суда, до индивидуального слушания. Соответственно, сейчас будем потихоньку деньги копить, потому что когда это индивидуальное слушание? Одному Богу известно, нам просто сказали ждите. Оно может быть резко, его могут условно осенью сказать, что все, у вас зимой слушание. Могут отложить, тут есть ребята, которые 7 лет ждут, 10 лет ждут, и у кого ничего нет. Посмотрим. Конечно, в целом, я надеюсь, что будет быстро. И это тоже интересный момент, потому что раньше я хотел надеяться... Друзья, просто живность здесь пытается мне помешать снимать видео. Хотя я надеюсь, что с этой новой петличкой, которую я купил, эту живность не так уж хорошо слышно. Я надеюсь, что она не перебивает мой голос. Так вот, изначально я надеялся на то, чтобы оттянуть суд, чтобы спокойно здесь обжиться и тому подобное. Но сейчас, когда я подавал 589-ю форму, наполовину заполненную, то есть я не весь кейс подал, но очень много чего мы переводили, подавали. И знаете, мы здесь уже 4-5 месяцев после московских инцидентов, прошло уже полгода, и подавая эту 589-ю форму, общаясь с адвокатом, он тоже так меня, спрашивал примерно как прокурор, когда мы ее заполняли, то есть каким-то таким допросом на минималках. И я уже чувствовал, что, эмоции страха, которые я испытывал в Москве, они начинают угасать. И я в каких-то вопросах, не то что теряюсь, то есть я же прекрасно помню, я же прекрасно знаю, чем мне угрожали, что со мной происходило, я прекрасно помню, как меня били. Но как он позиционировал себя, примерно как прокурор, таким допросом, я понимал, что, я уже не настолько запуганный чувак, который приехал сюда. И я такой понимаю, а какие же у меня будут эмоции через 5 лет? То есть, да, показания мои останутся теми же, потому что, история-то понятная. Но здесь, в американском суде, очень многое зависит от того, как тебе поверят. И адвокат тоже говорит, что мы, конечно же, будем готовиться, я тебя буду готовить к тому, как проходить суд, потому что это будет полноценный 3-4-часовой допрос. Но я уже, чувствовал, что, теряется эта эмоциональность, благодаря которой, опять же, больше шанс, что поверят. Небольшие переживания на эту тему есть, и поэтому сейчас вместе с Полиной мы считаем, что окей, было бы круто, если бы суд реально назначили даже в этом году, пока еще все эти воспоминания живы. И второй момент, люди, которые здесь живут больше 5 лет и у которых не было суда, они, конечно, в таком немножко подвешенном состоянии в этом плане. То есть понятно, что они уже здесь обжились просто нереально, большинство из них купили жилье, все, то есть они уже там родили новых детей, их уже не депортируют в любом случае. Но само осознание того, что у тебя нету всех документов, оно немножко подшатывает. При том, что ты все равно плотно стоишь здесь на ногах, потому что, о господи, здесь чувствуется безопасность, стабильность, уверенность в завтрашнем дне, комфорт, это все. Но все равно сам факт, что у тебя ничего не прошло, дело никуда не двинулось, это, конечно, стрёмный факт.
И это вторая причина, почему нам хочется, чтобы все-таки суд был скорее, чтобы его пройти и уже выдохнуть. Я даже не переживаю за его решение, потому что у меня есть все основания для того, зачем мы, собственно, здесь собрались. И дальше дело зависит только от судьи и от того, как я поведу себя на допросе. Но в любом случае, в худшем случае, есть очень много еще судов апелляционных и тому подобное. Это все хороший, известный всем процесс. В общем, вот такие новости, друзья. По сути, ждем, сколько у нас? Мы в январе подали 589-ю форму в середине января. В начале января заключили контракт с адвокатом. 150 дней нам надо выждать до разрешения на работу. Соответственно, это у нас будет примерно в июне, в июле. Будет work authorization. Сейчас, что у нас сейчас? Сейчас у меня есть пластиковые права, у меня есть social security number без work authorization, но с ним получается работать в DoorDash и в тому подобных всяких местах, где нет строгого требования на work authorization. И, короче, какие-то стабильные деньги есть, хотя бы небольшие, но получается по чуть-чуть откладывать, рассчитываться с адвокатом, покрывать основные билы, выбираться в парки и чувствовать себя в целом комфортно. Конечно, с work authorization будет совсем другая жизнь. Скоро, друзья, время летит нереально, уже апрель, капец, казалось, совсем недавно была середина января, когда мы подавали 589-ю форму и сидели и думали, будет второй мастер-суд, не будет. А сейчас уже скоро май, господи, вот реально сейчас есть ощущение, что происходит, скоро 1 мая, как там это в России называется, 1 мая, рукава закатывай, в поля иди и работай. Ну, короче, вот такая обстановка, ждем разрешения на работу, ждем суд. Все хорошо, буду держать вас дальше в курсе, что происходит. Главный совет из этого видео: общайтесь с адвокатами, не слушайте просто так меня, не слушайте ребят в ютубе, не слушайте ребят в чатах, кто вам будет давать какие-то советы, рекомендации по поводу такого важного дела, как кейс, суд и тому подобное. Покупайте, у каких-то адвокатов это платная, у кого-то бесплатная услуга. В общем, берите консультацию адвокатов, только адвокат реально понесет за ваше дело, за вашу семью ответственность в будущем. Не советчики из чатов, не советчики из ютуба, не переводчики, поэтому когда там переводчики предлагают свои услуги по переводу и помощи в заполнении 589 формы, вы понимаете одну вещь, что этот переводчик, во-первых, он заинтересован в этой услуге, чтобы вам ее продать. У нас она, например, то есть я за эту услугу не платил адвокату, это включено в $7000. У кого-то это в 10 тысяч включено. Не надо платить пару сотен переводчику. И он потом не понесет никакую ответственность за то, что заполнит. А помимо пары особенностей, которые я не могу здесь озвучивать, просто поверьте мне, что там есть особенности, и вам надо делать это с адвокатом. Помимо этих особенностей, меня всегда пугал тот момент, даже когда я не знал о этих особенностях, то, что в американском законодательстве, в американской судебной системе, в американской правовой системе не все обозначается такими же терминами, как в России. То есть все вот эти задержания, пикеты, угрозы и тому подобное, они не коррелируются простым переводом с русского языка на американский. Лицензированные американские адвокаты не просто переводят ваши показания в 589-ю форму, они переводят ваши показания с русского языка для себя, чтобы понять, что вы сказали, и адаптируют это под американские нормы. И это один из самых важных моментов. Даже если отбросить те нюансы, о которых я сейчас не могу рассказать, но когда-то в любом случае расскажу. Даже если отбросить их, это очень важный момент. Переводчик, помогатор, паралегал не понесет за вас никакой ответственности потом. Не возьмет он на себя ответственность. И юридически у него нет никакой ответственности. Только адвокат. Так что, друзья, пишите в комментариях, какие еще у вас есть вопросы, на которые хочется как можно скорее получить ответ, чтобы я, возможно, подобное видео какое-нибудь быстро, наскоро записал, ответил на важные вопросы о происходящем. Что у нас еще? У нас еще 13 апреля первая запись к бухгалтеру, чтобы подать налоги. Да, сейчас некоторые, кто здесь давно живет, могут сказать, что как 13 апреля, ведь до 14 надо подать. Возможно, вы не знаете, потому что вы же привыкли это делать все заранее. Сейчас продлена подача налогов до мая. И да, друзья, это тоже очень важный момент. Я работаю в DoorDash,
на своем аккаунте. Я не арендовал его, то есть не участвовал в краже личности. Я сделал на себя. Некоторые спрашивают: о, как ты работаешь по своему ССНу, если у тебя нет разрешения на работу? Типа, как ты работаешь? Схема очень простая. Ты работаешь на себя. Да, без разрешения на работу, но в DoorDash, как и в Амазоне, с этим нормально. Как потом отвечать перед законом? Перед законом главное, чтобы ты за эту нелегальную работу заплатил налог. Это мы и будем делать 13 апреля за то время, которое мы здесь. Ну, собственно, несколько важных людей, которым я доверяю, которые для меня здесь авторитетны, и в частности адвокат, и в частности бухгалтер, и несколько новых знакомых, успешных знакомых. Не просто кто, как я, приехал типа там год назад и дают какие-то советы, еще сами не пройдя весь путь, а те, кто здесь живут 5-7 лет и добились того, к чему теперь мы хотим стремиться, смотря на них. Вот эти все люди говорят, что налоговая система превыше всего, что связано вот с какой-то там легальной-нелегальной работой. Соответственно, главное — заплати налоги. И, наверное, всем известна история с Аль Капоне, которого долго не могли в давние-давние времена взять ни за что преступное, потому что все у него было сделано очень грамотно, на других людей, на подставных и тому подобное, но посадили его и взяли за какой-то небольшой неуплаченный налог, который нашли. Так что в этом плане главное заплатить налоги и, ну, как адвокат сказал, в суде. Потом главное говорить правду. Здесь все строится на кредите доверия, то, что изначально к тебе есть кредит доверия. Соответственно, мы говорим честно, что да, я работал без разрешения на работу, пока не получил это разрешение, потому что мне надо было кормить семью. Я не приехал сюда с большими деньгами, соответственно, я и не декларировал деньги. То есть, ну, типа, я в этом плане у меня все идет, знаете, типа логично и закономерно. То есть вот я приехал в октябре, вот у меня там с собой было 6 или 7 тысяч долларов, вот они закончились через пару месяцев, вот я начал нелегально работать, вот я заплатил за эту нелегальную работу налоги и отчитался за то, сколько я поработал, сколько я заработал. Соответственно, на суде я тоже говорю честно: да, господин судья, уважаемая судья, в нашем случае это женщина, да, я работал, но вот я заплатил налоги. Там, где надо, я тоже указал то, что я работал без разрешения. И, как сказал опять же адвокат, то, что к тебе уже есть кредит доверия. То, что да, ты чуть-чуть нарушил закон, но это нарушение закона, это не уголовное нарушение, это не жесткое нарушение, особенно учитывая, что ты заплатил налог и как бы ты нарушил маленькую часть закона. То, что работал без разрешения, но ты заплатил налог. То есть, понимаете? Это не Россия, здесь все работает совсем по-другому. И, соответственно, ко мне кредит доверия, потому что я все говорил честно как есть. Соответственно, к следующим моим показаниям про мою другую ситуацию тоже больше доверия, потому что, ну вот, чувак не врет. Так что, друзья, пока это, конечно, все я с вами делюсь не советами, я не рекомендую вам, типа, вот делайте вот так и так и так, как я. Я говорю, как у меня происходило. Это видео остается на ютубе висеть, и потом, спустя время, когда у нас будут проходить суды, налоговые подачи и тому подобное, вы можете смотреть эти видео там через полгода, через год, через 5 лет и сравнивать, что я говорил, с тем, что и как получилось. Каждый сам выбирает, каким путем идти. Мы идем таким путем, я о нем с вами, насколько могу, максимально подробно и открыто делюсь. Ну а как у кого что получится, к чему приведет путь, выбранный каждым человеком, мы будем смотреть, и вы, в частности, смотрите за мной. Я вам обещаю одно, что я никуда не потеряюсь и буду обо всем рассказывать. И о неудачах, и об удачах. Спасибо, друзья, что смотрели это видео до конца. Вы можете поддержать меня, перейдя на Boosty, ссылка в описании, и сделать какое-нибудь пожертвование, сделать небольшой донат, помочь мне с выплатой денег за эту петличку, просто простимулировать меня, типа, Калюня, типа, мы ценим то, что ты делаешь, выпускай новые видосы. Опять же, повторюсь, что платить в рублях мне есть за что, и даже ваше скромное пожертвование, например, в 50 рублей, оно поможет оплачивать Яндекс.Диск, на котором я храню кучу материалов, наши кредитки российские, за которые, собственно, мы которыми рассчитывали, чтобы прилететь сюда. В общем, платежей в рублях на самом деле очень много, поэтому, ну, сори, вот я говорю честно, как есть. Поэтому любой вашей поддержки я буду очень рад, потому что сейчас мы дохода в рублях не имеем. Что? Все, друзья, заканчиваем. Видос получился и так слишком длинным, но записанный одним дублем, никаких склеек, никаких ничего. Пока-пока-пока-пока-пока!
сломаешь трижды. Ой. Все кончилось. Больше у меня ничего нет. Если бы было, я бы еще достала. А нет. Веточки есть, ничего не